Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина. Сегодня у нас такой интересный расклад. Какая удача вас скоро ждет, в чем вам крупно повезет, да? Или просто в чем вам очень повезет. И у нас 3 позиции, но вы можете смотреть вообще весь расклад, чтобы вам повезло как можно больше. Вы же знаете, что мои расклады просто-таки дают вам энергию и силы на свершение, и также высшие силы заряжают вас позитивными мыслями, да, и вы в итоге прокладываете себе дорогу к удаче и счастью. То есть полезно, когда ты смотришь какие-то гадания, которые настраивают тебя на удачу. Поэтому тут могут в разных позициях затронуты быть разные сферы жизни, да. Первая руна покажет, как вас сейчас видят высшие силы. Итак, выкладываю 3 руны, 3 позиции. Итак, значит, первая позиция у нас будет азурит в граните. Вторая позиция дюмортьерит. Третья позиция зеленая яшма. Первая, вторая, третья. Но я еще раз говорю, что рекомендую смотреть видео полностью. Тем более, что это поможет каналу. Или смотрите полностью из солидарности. Ну, если вы хотите поддержать. Итак, я надеюсь, что все выбрали. А те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом уже смотрите. И начнем с первой. Какая удача вас скоро ждет, в чем вам крупно повезет. Итак, как вас видят высшие силы, сначала смотрим. Так, здесь у нас руна Кану. Кана, кстати, очень хорошая руна. Она показывает, что вы сейчас живете в стадии возрождения. У вас как будто бы добавляется сила, энергия. Может быть, вы сами снабжаете себя позитивными мыслями, да, вот свою силу подпитываете, да, а может быть, это высшие силы вас решили вот так вот одарить. И также руна показывает, что перед вами открываются какие-то новые двери, и у вас достаточно энергии для того, чтобы воспользоваться полученными возможностями в жизни. Вы как будто бы должны довести какое-то дело до конца. И даже если думаете, что вы не справляетесь, на самом деле это не так, у вас есть шанс. У вас реально есть шанс. Вообще эта руна, это как свет факела, поэтому возможно какое-то озарение в плане получения информации. Или, допустим, вы не видели какой-то выход из положения в жизни, в трудное положение попали. Сейчас будете видеть выход. То есть реально как будто бы высшие силы хотят подсветить ответы на ваши вопросы. Хорошо, давайте, значит, выкладывать наш расклад. Он выкладывается в виде руны Вуньо, чтобы поймать удачу. То есть это как, ну не знаю, как став получается, да? Вот я сейчас сделаю такой расклад на рунах в виде руны Вуньо. И расскажу вам про вашу удачу. Так вот выкладывается. Очень красиво получается наш расклад. Вы поймаете свою удачу. Кстати, очень интересен тот факт, что у вас в раскладе не выпало негативных рун. Я вообще считаю, что если сделать став из вот этих рун, то они явно привлекут в жизнь человека, любого, да, большую-большую удачу. И вот смотрите, у вас все начинается с руны Тейвас, которая показывает определенного какого-то мужчину-лидера, кто в скором времени войдет в вашу жизнь. Причем, ну, смотря в какой роли, конечно, войдет, но рядом руна Райдо, которая показывает, что это человек издалека, и, скорее всего, иностранец, живет на расстоянии от вас или даже в другой стране, приезжий и абсолютно рациональный. Ну, то есть человек может быть, конечно, импульсивным, уметь проявлять инициативу, да, но видно, что и также умеет направлять свою энергию в правильную сторону, то есть рационально ее использует. Такой человек может быть с автомобилем, и неважно, мужчина вы или женщина,
человек входит в вашу жизнь в той роли, в какой должен войти, да. То есть это не значит, что данный человек, допустим, только может любимый человек быть и все. Это вообще не обязательно. То есть может такое быть, что это, допустим, какой-то мужчина, кто решил, там, не знаю, работу вам предоставить, да, или дружить с вами, быть общими сотрудниками по работе, коллегами, потом, может быть, вашим партнером по бизнесу или клиентом хорошим. Может быть, это высокопоставленное лицо, кто будет помогать. То есть явно человек-лидер. У нас здесь просматриваются руны именно мужские. Здесь видно еще руну Манас, да, которая показывает то, что этот человек действительно мужчина. То есть это подчеркивается прямо 3 рунами вот этими, да, то есть это четко мужчина. Но вот смотрите, здесь у нас еще и Гебу. А Гебу это либо отношения очень сильные, да, либо какое-то партнерство. Причем такое прям на долгие годы. Поэтому удача еще может быть в том, что действительно для женщины она объединяется с мужчиной, там, не знаю, допустим, для серьезных отношений, для брака, если вы одинокая, там, да, женщина, вы чуть не уронила все тут, вот. Но если вы женщина в паре, может быть, и ваш человек, да, там съездит куда-то, приедет, активируется. Или вы можете встретить человека для партнерства, допустим, ну, не знаю, как начальника, как сотрудника по работе, коллегу, друга. То есть не обязательно, что это там ваш любимый человек, но все-таки Геба показывает очень сильное такое партнерство. И понимаете, тут руны совершенно точно вот показывающие, что кто-то поможет. То есть в этом вся суть. Кто-то вам помогает. Вот высшие силы вам посылают какого-то очень мощного такого, ну, как сказать, человека, ангела-хранителя, да, который решает вдруг оказать вам большую поддержку. И мы тут еще видим очень интересную руну. Это руна Турисас. Ее еще называют врата. Она ассоциируется всегда с переходом куда-то. И тоже вот это интересно. Идут перемены в вашу жизнь. Идет жизненная энергия в связи с этим человеком и просто налаживание здоровья. Поэтому в чем вас ждет удача, это не только при встрече с каким-то человеком, да, кто может вам в чем-то в жизни там очень мощно помочь, и вы там с ним будете, кстати, очень долго общаться, много лет, да, а еще и вот налаживание здоровья идет. Но руна очень похожа на молот Тора. Что это значит? Она как будто бы такая настолько мощная, да, что вас может посетить просто невероятная какая-то сила, энергия. Не каждый такую силу выдержит. То есть эта сила, она будет вас, ну, проверять. Вы должны научиться управлять силой. Так же, как вот этот мужчина, например, умеет уже управлять своей силой, своими амбициями. И вы тоже должны научиться управлять своей силой. Если вы не научитесь, эта сила может как-то вас поработить. Но, с другой стороны, это мощная защита. То есть вы явно под защитой высших сил. И почему вам вообще дается сила? Да? Почему вам открываются врата в следующую, так скажем, стадию жизни? Ну, видят, что вы в руне Кано, что у вас есть этот факел, что вы очень мощный человек, который сейчас действительно имеет возможность выдержать еще больше поток силы и энергии. Если раздельно от всего расклада рассматривать руну Гебо, то вам просто может скоро очень повести в любви. Очень. И получается, вы проходите через врата, да, и вам очень может повести в любви. Неважно, мужчина вы, женщина. То есть вот этот мужчина, он может быть не связан, я еще раз говорю, с партнерскими там, или любовными отношениями, просто помогает, да. А Гебо показывает, что вам очень повезет в любви. Вот, независимо от вашего пола, да. Поэтому я вам так скажу, что в личной жизни по-любому идет рассвет, по-любому идет как будто бы пара для вас, с кем вы должны быть вместе. Ну а следующая руна Ингус, которая вот получается все прикрывается, да, она показывает, что пришло время
расстаться со старыми привычками, убеждениями, вещами в вашей жизни, которые вас только тормозили, и ваша жизнь скоро станет намного лучше, намного счастливее, понимаете? То есть вы с легкостью преодолеете все препятствия, удача реально на вашей стороне. Вот эта руна очень много об этом говорит, об удаче. И получается, вы завершаете начатые ранее дела, добиваетесь прямо прекрасных результатов и затем приступаете к новым проектам. То есть главное, не бойтесь перемен, потому что вот эти руны, вот как руна Турисас, как руна Ингус, да, они очень часто говорят о переменах в жизни, но именно в положительную сторону, поэтому тут уж точно по первому варианту удача на вашей стороне и никак иначе. Вот прям никак иначе. Очень интересный получился для вас расклад, но я советую посоветовать. Но я советую посмотреть все варианты, чтобы привлечь как можно больше удачи в свою жизнь. Хорошо, я убираю руны обратно в мешочек. Мы переходим ко второму варианту. Здесь у нас с вами Дюмартьерит. И первая руна, это как вас видят высшие силы. Видите, руна Солнца. Вот я говорю, Soul, да, очень похоже. Почему? Потому что расклад чаще всего именно все три позиции для вас. Поэтому подчеркивает: первая Кану, вторая Soul. То есть понятное дело, что это все вас характеризует, именно вас. И руна Soul — это очень хорошая руна, руна Солнца. То есть вы сейчас в жизни сверкаете, вы входите в светлую полосу вашей жизни. И вы творческий, яркий человек, который может добиться всего. Также это руна победы, может быть, над какими-то трудностями, над вашими, там, не знаю, проблемами, да. Вы более уверены в себе, вы находите правильный выход из ваших ситуаций, вам высшие силы дают подсказки, вы смотрите на все с разных сторон. Причем действительно вы можете еще не чувствовать наступление светлой полосы или освещения вашей жизни вот силой света, но на самом деле и не каждый человек сразу это почувствует. Но высшие силы говорят, что вы умели всегда мечтать, и в этом суть, да, что вы человек, который все-таки раз умеет мечтать, да, то может добиться с помощью манифестации чего угодно. То есть у вас есть, как у каждого человека, но у вас даже более активирована сила Творца. Хорошо, давайте, чтобы посмотреть, какая удача вас скоро ждет, мы все выложим, весь расклад в виде руны Вуньо. Руна удачи, счастья и радости, да? Так, тут у нас руна Эвас сразу же вышла. О! Руна Вуньо. Ну, это ли не знак для вас, знак большой удачи, да? Знак большого счастья. Тут еще и руна Фиху, которая, конечно же, показывает богатство. Сейчас мы все с вами... Сейчас я довыкладываю и все расскажу вам. У вас прекрасно все, прекрасно. Вы привлекли в свою жизнь самое лучшее. Я вам так вот намекну, да, что самое лучшее. Самое интересное, что прикрывается все руной. Так, наверное, правильно, Хагалас. А вот это вот странно. Но давайте ее еще вниз одну палочку сделаем, дополним, да. О! Руна Ингус. То есть эта руна, вот Хагалас, да, она символизирует именно о переменах. Правильно ли я ее поставила? Вот так, наверное, все-таки, да? Вот. Символизирует перемены в вашей жизни. То есть вы прощаетесь со старой ситуацией и встречаете, видимо, что-то новое по результату, да, ваших удачных изменений. То есть это не то, что там вы могли бы подумать, что какая-то как разрушение или еще что-то. Нет. Именно я уточнила специально, руна Ингус показывает очень положительные перемены. Ну, давайте все-таки начнем с самого начала. Вот здесь у нас руна Эваса, дальше руна Вуньо и Фиху. Конечно, вам повезет в скором времени с деньгами. Это ясное дело. И прокачивается именно денежный канал, возможны крупные суммы, возможны большие доходы. Вот Эвас почему выпало вам? Это удачное стечение обстоятельств и движение вперед. То есть идет развитие, прогресс, но, скорее всего, в деньгах.
И именно как удачливость в деньгах. Но это не говорит о том, что вы должны пойти и делать какие-нибудь ставки, выиграть в лотерею или еще что-то в этом духе. Не вздумайте. Я вас к этому не склоняю. Это только может быть ваше, исключительно ваше решение. Но и вас сразу же показывает, что это какой-то заслуженный результат и благополучные перемены в жизни. Особенно касаемые денег. Почему? Потому что рядом фиху. И, соответственно, вот идет взлет. Вот прям взлет вверх. Но после того, как вы, получается, прошли тяжелый путь, да, смотря в будущее, может быть, как-то с оптимизмом. То есть, понимаете, вам как будто вот этой удачи-то немножко и не хватало, да? Вот такое чувство, что вы призываете удачу на свою сторону, и в итоге она действительно решила вам как благоволить, да? Как говорят, привлечь на свою сторону госпожу удачу. Вас ждет большая радость какая-то, но она связана именно с некой суммой денег, или с деньгами, или с доходом, или с тем, что у вас в лучшую сторону меняется доход. Это очень хорошо. И вообще, когда руны вот так вот выпадают, да, я говорю, вот из таких рун можно делать став. И этот став, он будет как можно больше привлекать вашу жизнь. Но рядом руна Перт, это руна тайны. Что она говорит? Вы чего-то как будто бы не знаете. Понимаете, в чем дело-то, да? Что почему вот это происходит? Удачное стечение обстоятельств, удача на вашей стороне, большая радость, связанная с деньгами. И рядом руна тайны. Вы чего-то не знаете. Вы ни о чем-то даже не догадываетесь, что произойдет. Для вас идет какой-то именно жизненный сюрприз, мои дорогие. И по-другому не скажешь, да, вот что это что-то, что вы не можете предположить сейчас. Вот так. Прям-таки невозможно вот сказать, что это можно угадать вам прямо сейчас, да. Вы не можете вот эти обстоятельства угадать прямо сейчас. Я, честно, была сегодня ошарашена некоторыми моментами, даже в своей жизни. В каком-то положительном ключе, я имею в виду. Но тоже, вот, допустим, даже сегодня у меня произошло что-то неожиданное, чего я не могла как-то предположить. У меня вчера произошло что-то неожиданное. Даже не знаю, хорошее или плохое, как к этому отнестись, но я и это не могла предположить. Понимаете? То есть вам кажется, что вот ваша жизнь какая-то скучная. Мне тоже так иногда кажется. Но это не та история сейчас. То есть вы хоть 1000 раз можете думать, что у вас какая-то обычная рутинная жизнь. Но высшие силы вмешиваются, обстоятельства складываются. И вы не можете предвосхитить, угадать. Однако произойдет что-то. Вот что-то такое, что вы не думали. Поэтому просто даже не предвкушайте, а просто живите. И в итоге это произойдет и все. Вот так. Дальше есть еще интересный момент. Руна Эйвас. Она у вас выпала вот здесь, да? В таком прекрасном месте расклада, во-первых. А во-вторых, вы же знаете, она 13-я среди рун. Может, не знаете, напоминаю. Это руна 13-я. Цифра 13 или число 13, как, для вас очень сейчас имеет важную роль в жизни. И, соответственно, учтите это, учтите. И не забывайте, что 13 – это покровитель скорпионов. И, конечно, и это учтите. Но сама по себе руна показывает как будто бы вас. То есть вашу личность. Все зависит от того, как вы даже как-то настраиваете свой мыслительный процесс. Советую на ближайшее будущее знать, что как вы думаете, чем положительнее вы думаете, не ожидая от жизни ударов, тем положительнее сложится жизнь, тем лучше сложатся обстоятельства. Вы как будто прямо мыслительным процессом можете моделировать ближайшее будущее. Какие сны вам приснились сегодня? Расскажите в комментариях.
Потому что именно у такого человека по именно такому раскладу рун обязательно должен был странный сон. Сегодня быть ночью или вчера, позавчера, вот так на днях какой-то быть очень странный сон. Расскажите, напишите в комментариях. Руна показывает умение быть сильным, умение все перепроверять и как-то пытаться себя обезопасить, да, умение такое защищаться и все предвидеть. Ну, то есть вот эти риски, да, любые риски предвидеть. Вы умеете постелить соломки, а перемены вам просто необходимы, и перемены придут в очень скором времени, все перевернется. Со старой ситуацией буквально придется попрощаться. Ну, не знаю, очень всегда похоже на это переезд, например. Или смена вообще обстоятельств в жизни. Иногда даже смена климата. Ну, вот как будто бы жизнь придется перестраивать под какие-то другие обстоятельства. Ну, допустим. Раньше я не коллекционировала таро, когда-то такое было, а потом много лет коллекционировала, и каждую мою дом, квартиру нужно подстраивать под огромные шкафы, комоды. Понимаете? Но когда-то было так, что мне не надо было подстраивать, потому что я еще не коллекционировала. Но обстоятельства сменились. Раньше, допустим, у меня не было ребенка, я жила одним способом. Когда у меня появился ребенок, мне пришлось перестроить всю свою жизнь, купить определенную мебель. Мне нужно всегда на одну комнату больше, понимаете? Мне нужно больше денег, я ответственность проявляю, мне нужно о ком-то заботиться. Вот такие руны очень сходны к тому, чтобы что-то очень поменять. И вот скоро очень поменяется, это будет вашей удачей, это будет именно что-то, что очень принесет много удачи в вашу жизнь. Такие перемены. Но к переменам нужно уметь быть готовым и по этой руне, да, и вас, постелить соломки и учесть все риски. Ну, максимально, как вы сможете. Ну, вот такой у нас второй расклад. Поэтому я и советую смотреть все 3 позиции. Каждая расскажет вам что-то особенное, что-то свое. Теперь перейдем к позиции номер 3. Позиция номер 3. Зеленая яшма. И первая руна — это вы сегодня. Вы у нас руна пустая. Чистый лист. Вы обнуляетесь сейчас в жизни. По-настоящему обнуляетесь, по-другому не скажешь. Руна также показывает тайну, покрытую мраком. Может быть, вы кому-то не хотите чего-то рассказывать, посвящать других, да, в свою жизнь, в свои планы. Пустая руна. Она загадочная, она очень интересная. Она показывает у человека какие-то уникальные иногда способности. И также умение раскрывать тайны. Вы же знаете, что руны чаще всего это темная магия. Даже счастливые и радостные, все равно темная магия. И когда мы видим пустую руну, мы понимаем, что человек может быть черным магом по судьбе. Любую судьбу можно менять. Вы не обязательно должны идти по этому пути, да? Но просто интересно, что эта руна вам выпала, значит, у вас есть такие способности, допустим, по роду. Эта руна, она похожа на день и ночь, рождение, смерть, начало, конец. Это руна великого бога Одина. И она говорит, что как судьба вмешалась в вашу жизнь. Сама судьба, да, сама Вселенная, может быть. Что-то непознанное входит в вашу жизнь. Что-то странное. И может происходить какая-то важная судьбоносная перемена или событие в вашей жизни в очень скором времени. Вообще, эта руна, она самая загадочная из всех. Потому что, возможно, и вы сейчас для многих или для себя являетесь загадкой. Но вы эту загадку скоро разгадаете. Вас ждет большая удача. Давайте выкладывать наш расклад в виде руны Вуньо. Руна Ер. Как интересно. Кто бы мог подумать. Это и вас. Так.
Достаем еще. Soul. Это руна солнца. Так. Вы прям чем дальше, тем загадочней. Чем дальше, тем загадочней. Манас. Кебо. Перт. Все, мы на этом заканчиваем. Это мы там делали еще одну руну. Итак, мои дорогие, у вас очень крупные перемены идут, но в течение года. То есть в течение года что-то глобальное такое применяется в вашей жизни. Ну, конкретно так. А вот в скором времени руны показывают встречу с 2 мужчинами. Или даже с 3. Что это за люди, да? Если вы женщина, с одним из этих людей у вас могут быть по руне Гебо очень сильные отношения, очень мощные. Ну, на всю жизнь, например, на много лет. Если вы мужчина, это могут быть ваши друзья, партнеры, прекрасные какие-то клиенты, да. Но кто влияет на вашу судьбу, очень положительно влияет. И в первую очередь дает большое продвижение в жизни. Если вы мужчина, это руны вашего достижения. Но это такой прогресс, когда вы становитесь, ну, не знаю, руководителем, начальником, хозяином чего-то. То есть вы можете очень сильно возвыситься в скором времени. Ну вот я говорю, если начальник, если хозяин, то это вот примерно в течение года произойдет. Вообще руна Ер показывает процветание. Поэтому в скором времени у вас улучшается явно финансовое положение. Но для этого вам нужно подытожить ваши труды, которые вы совершали в прошлом. И как будто бы действительно они приносят плоды. Вы получаете награду за все ваши усилия. Но это сродни тому, что человек трудился, и его повысили. Или человек долго учился в бизнес-школе, открыл свой бизнес, и этот бизнес приносит большие деньги. Или сродни тому, как человек 5 лет отучился в университете и получает диплом. Понимаете? Результат. То есть Ер – это очень справедливая руна. И что посеешь, что пожнешь. А вы, значит, пожинаете все самое лучшее в скором времени. И не вздумайте останавливаться. Останавливаться вам сейчас нельзя. В любом случае, если Гебо выпало, то успех в любви вам гарантирован. Но тут еще руна Soul, которая показывает не просто большую удачу и большое счастье, а еще и вы можете стать известным человеком, популярным, очень популярной личностью. И самое интересное, что такая личность действительно может очень возвыситься. Ну, допустим, в мире бизнеса популярная личность, в социальных сетях популярная личность или на телевидении, это не важно. Вы можете очень возвыситься и разбогатеть, но рядом будут люди, особенно 2 мужчин, может быть 3, кто действительно будет продвигать вас вперед. Самое странное, что все прикрывается руной Перт. То есть по итогу руна Перт идет, а Перт — это руна тайны. Вам еще предстоит после того, как вы обретаете свою удачу, свое счастье, и когда вам уже везет, но сталкиваться с тайнами в жизни. То есть вы сейчас человек тайна, и вокруг вас действительно очень много собралось таинственной вот такой странной энергии, и, может быть, даже интриг, может, каких-то загадок, некой неопределенности. Но и это не закончится. Причем руна Перт показывает мощные экстрасенсорные способности. И вы будете точно знать свое предназначение. Но это не говорит о том, что тайны покинут вас. Вам предстоит разгадать, скорее всего, тайну то ли своего рода, то ли своей семьи. Это будет очень важно для вас. Ну, вот такой интересный получился расклад по 3-й позиции. Надеюсь, что вы посмотрите и первые 2, потому что они очень вам помогут. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. И до новых встреч!